Впереди большие майские выходные, которые принято называть семейными, потому что отдыхает вся семья, и, конечно, есть возможность организовать свой досуг культурно и с пользой. Поэтому сегодняшнюю пресс-конференцию мы посвящаем как раз освещению той информации и большой праздничной майской афиши по Пушкинской карте. 10 идей, как провести майские выходные с Пушкинской картой. В преддверии майских праздников, надеюсь, все в хорошем предвкушении, настроении. И мы сегодня работаем активно над тем, чтобы все эти 10 дней, понятно, что большое количество людей где-то на природе, но все-таки города у нас остаются и живут своей жизнью. Конечно же, эти дни, они тоже должны запомниться для людей таким хорошим праздничным настроением. И на это работают, конечно, все наши республиканские муниципальные учреждения культуры. Мы с вами сегодня идем в одном направлении том, когда мы ведем молодежь, по сути, к тому будущему, которое будут создавать они. И каким будет это будущее сегодня? Вот сегодня зависит от нас с вами. Нам с вами, людям, которые здесь большинство присутствующие, мы выросли с вами в Советском Союзе, родились, наше детство прошло, у многих молодость прошла в Советском Союзе, да, и нам сегодня не нужно объяснять, что такое Великая Отечественная война и какой ценой досталась нам победа. 3 мая у нас премьера. Мы запускаем музыкально-поэтический абонемент в нашем театре. И это будет непосредственно связано с Пушкинской картой, потому что мы запускаем его с таким замечательным посылом к подрастающему поколению и начинаем соединять наши учреждения культуры через знаковые фигуры. И Олег Закирович Ханов 3 мая на нашей сцене совместно с нашим оркестром симфоническим и с нашими солистами представит музыкально-поэтический вечер «Знакомый ваш» Сергей Есенин. Пушкинская карта. Она работает и на детские, и на развлекательные фильмы, а тем более на фильмы, посвященные Великой Отечественной войне, военно-патриотическим фильмам. И в празднике у нас будет и первый «Оскар», и 1941 «Крылья над Берлином», и «Красный призрак». Говорит о Пушкинской карте, это хорошее подспорье для нас, для нашего музея, потому что уже мы начали когда работать с 3 сентября, и вот сегодня уже 28 апреля, да, можно чем сравнить. И 4 месяца прошлого года, 4 месяца этого года, да, действительно идет огромный рост, действительно, как Ильмар Разинович сказал, да, что у нас где-то более 65% уже именно покупают по Пушкинской карте. Это действительно очень хорошее вот такое подспорье и экономическая основа для нашего музея.